Тик-тик-тик. Не так давно, в середине этого месяца, в Москве состоялись первенство и чемпионат России 2016 по кёкусинкай-карате в разделе кумите. Это главный турнир для спортсменов нашей необъятной. В этом году участвовать в нем отправились бойцы из 40 российских регионов, более 540 человек, лучших спортсменов. 450 каратистов выступали в возрасте от 12 до 17 лет, остальные 18 и старше. 16 участников представляли Хабаровский край. Надо сказать, они показали себя достойно. Результаты оказались очень даже неплохими, и это, по словам тренера, несмотря на то, что спортсменам пришлось на ходу перестраиваться и разрабатывать стратегию ведения боя. Ну, во-первых, меняется на соревнованиях вообще уровень подготовки по всей России. То есть, что было на прошлой России, мы весь год ребят готовили, тактика, стратегия определенная была. Приехав туда, мы поняли, что наша тактика, стратегия не будет работать. То есть, ребята сами перестроились на Россию, мы прям перестраивали тактику прям на ходу, в боях прям. Ну, в принципе, все получилось, отлично. Поэтому как-то анализировать, говорить, что что-то не получилось. Есть результат, значит, все получилось. Будем работать дальше. Печально, что не привезли победителей, чемпионов. Ну, будем работать. Я думаю, у нас еще все впереди. Как раз буквально через неделю, во вторник, ребята у меня, два воспитанника клуба «Дракон» едут в составе сборной Хабаровского края с клубом «Тайгер» хабаровчанами в Японию, на первенство Японии. Посмотрим, какие результаты будут у нас там. Основными целями соревнований являются выявление сильнейших спортсменов нашей страны, а также формирование состава сборной России, которая будет представлять Российскую Федерацию на международных соревнованиях в 2016-2017 годах. Надо отдать должное каратистам из Комсомольска, поскольку среди всех спортсменов Хабаровского края воспитанники клуба «Дракон» показали самый впечатляющий результат. Об этом говорили и сами спортсмены, и их наставники, и даже судьи этих соревнований. И это после того, как комсомольчанам пришлось выстоять, точнее, высидеть самое главное испытание – дорогу до столицы нашей Родины. Все мы знаем, времени и сил она отнимает достаточно. Из-за большого количества участников, причем во всех категориях, нашим спортсменам пришлось пройти по 4-5 боев, чтобы оказаться в финале. Слабых бойцов и легких поединков не было. Уровень подготовки противников был очень высок. Причем как в функциональном, так и в техническом плане. Поэтому комсомольчане побеждали только за счет морально-волевых качеств. С 8 по 11 апреля в славном городе Москве проходило первенство и чемпионат России по кёкусинкай-карате версии ФК. Наш край представляли 16 спортсменов, 3 клубов. Это клуб «Медведь» Комсомольск-на-Амуре, клуб «Дракон» Комсомольск-на-Амуре и спортсмены из Хабаровского клуба «Тайгер». Съездили достаточно хорошо, мощная команда была. В нашем активе 4 призовые места. Это второе место Дыбский Денис, Хабаровск «Тайгер». И ребята из «Дракона», из Комсомольска привезли тоже 2 вторых места. Это Филимонов Вячеслав и Данилов Демид серебро и Жиренков Илья бронза. Примечательно, что как-то вот был такой разговор, что вот ездил еще Игорь Бодигаев, у нас такая тоже маленькая звездочка. Был такие ставочки ставили, попадут, не попадут Жиренков с Бодигаевым в финал. Получилось интересно, что в финал они за первое место не попали, но они дрались за третье, за бронзу. Вот. И при счете 2-2 двое судей отдали за Игоря, двое судей за Илью. Рефери решил, что достоин бронзы на первенстве России 2016 года Илья Жиренков. Теперь пара слов о нашей команде. В ее состав вошли Вячеслав Филимонов, категория 14-15 лет, вес до 50 килограммов. Демид Данилов, 14-15 лет, до 45. Нина Ефанова, категория 14-15 лет, до 50 килограммов. Илья Жиренков, 12-13 лет, до 35. И Игорь Бодигаев, категория 12-13 лет, вес до 35 килограммов. К
финальным боям первенства дошли не все, к сожалению. Илье Жиренкову и Игорю Бодигаеву пришлось сойтись в бою между собой за бронзовую награду первенства России, после того, как оба спортсмена уступили противникам в финальных боях. По истечении основного времени и равном счете боковых судей 2-2 рефери отдал победу Илье Жиренкову. Демид Данилов и Вячеслав Филимонов пробились до финалов бои за первое место, но им немного не хватило сил одолеть своих противников. Они получили заслуженные серебряные награды первенства России 2016 года. Уже на этой неделе драконов ожидают новые бои. Сейчас они собираются на первенство, которое будет проходить в Японии. Выступили довольно неплохо. Клуб «Дракон» показал лучшие результаты в Хабаровском крае. Считаю, что неплохо. В финале я дрался с парнем из Волгограда. В Волгограде довольно хорошие бойцы и уступил во втором времени. Упорно поработать надо над акцентами в ударах, над моральными, волевыми качествами и на следующий год побеждать.